как строятся инструкции. Инструкции, они делаются коллективно, то есть берется, что такое, деньги. У нас вопрос заключается в том, что инструкция пишется путем диагностики. Диагностики вот так пишется. Потом каждый должен иметь КПР, ключевой показатель результативности. И мы теперь знаем, что такое метрики. Все понятно? Это очень важный момент, чтобы мы буквально в кратчайшие сроки разобрались в этих понятиях. Что такое процесс? Вот, это инструкция. Фактически инструкция, она не обязательно должна быть вот, не только письменно. Это в нормальном тексте, чтобы вы знали, вот 75% информации на избыточной. Она несет никакой смысловой нагрузка. То есть, я вам приведу пример. В глухом лесу, в самой ее дальней части у опушки под стволом упавшего дерева, я обнаружил гриб. Скажите два ключевых слова, которые все отражает смысл предложения. Ну, наверное, лес, гриб. Причина, грубо говоря. Все остальное это словосочетание никому не нужно. Это я всегда рассказываю такой пример, когда вот по ментальной технологии лекции читаю, рассказываю такой пример. Вот, пожалуйста, вспомните мысленно любую книгу больше, чем 100 страниц. Мысленно, мне говорить не надо. Вспомнили? Вспомните, пожалуйста, 35-ю страницу, 7-ю строку сверху. Вот это невозможно, да? То есть, но если вам скажут, напишите изложение этой книги, да, вы сможете на ней, на двух страницах сжать информацию и разложить. То есть я хочу вам сказать, что когда пишут стратегии, люди гонятся за вот такими талонами. Или за инструкцией. Инструкция вот она. Она должна укладываться на одну страницу. Это, пожалуйста, это все остальное, это словесная эквилибристика. Это избыточная информация. Она несет никакой смысловой нагрузки. Вы вначале постройте матрицу. Вот если я вам вот эту дам, вам же понятно, как приготовить кофе? Пожалуйста, потом хотите, пишите ее, описывайте и так далее. Вопрос надо понимать, какова цель. Что вам нужно? Вам нужна инструкция или вам нужна беллетристика? Разные вещи. Понятно? Вот это алгоритм. Как строится процесс, как пишется инструкция. Конечно, там ее может там специальность техники, там другие есть. Но смысл в этом заключается. Так строится. Так организуются процессы. Так организуются процессы. Это мы к этой теме еще вернемся, потому что когда вы строите стратегию достигает двумя путями. Стратегию вы достигать будете, любой стратегии можно добиться только двумя путями. Любой цели, если это ваша цель, то есть только два пути, чтобы ее можно достичь. А через процессы, процесс, например, бюджетный регламент, бюджетный процесс и так далее, который изо дня в день повторяется. И с помощью мероприятий. Одноразовых мероприятий. Правильно же? Это два вещи, которые достигают цели. Поэтому вы, как стратеги, должны великолепно владеть понятием, что такое процесс, как процессы строятся. Соответственно, как строится проект. Как строится проект, это процесс одноразовый. Проект – это одноразовый процесс. Понятно? Одноразовый процесс в один конец. Вот. Принимается? Вот. Мы прошли, я хотел изучить ключевые термины через формализацию процесса. То есть ключевые термины мы прошли. То есть я хотел вам показать. Теперь мы знаем, что такое процесс. КПР знаем, метрики знаем, не запутаемся. Все понятно. То есть теперь, когда будете читать, вы будете понимать чуть